Здравствуйте! Мы продолжаем. У нас последнее занятие по 3D-моделированию. Мы прошли очень много тем. К этому уроку вы должны уже знать основы 3D-моделирования, работать с текстурами, с самими модельками, работать уже с другими окнами, помимо вот этого главного окна. Вы можете еще настраивать окно для просмотра картин и для просмотра развертки. Последнее, когда мы закончили всю модельку, мы в конце должны с вами настроить наш рендер. У нас получилась такая комната, но на самом деле, чем больше деталей вы сделаете для своей модели, тем реалистичнее будет выглядеть ваша модель, да? Мы можем, кстати, здесь, оказывается, добавить для большей, скажем так, давайте вот это P-Selection разделим, стену от пола, вот это обои можно брать. Мы попытаемся с вами сделать плинтус, чтобы придать реалистичность нашей картинки. То есть мы делаем экструд по Z чуть-чуть и добавим некую толщину. Да, то есть мы возьмем фейсы вот эти, сделаем экструд вовнутрь чуть-чуть. И даже можем текстуру не менять, может так остаться. Но, по идее, можете поменять. Вот. И теперь смотрим в режиме рендера. Очень важно обязательно посмотреть в режиме рендера, что у нас получилось. Тут у нас, видите, освещение какое. Вот здесь стоит лампа, она находится слишком близко к стене. Это неправдоподобно, потому что мы представляем себе, что это комната, где человек сидит, работает, поэтому лампа, скорее всего, светит где-то сверху на потолке. Вы можете сделать по-разному, то есть подбирать цвет, подбирать, еще раз проэкспериментировать с текстурами, то есть сделать другие обои и так далее. Кстати, да, давайте попробуем. Мне интересно стало. На прошлом уроке мы скачали несколько обоев. Можем открыть и посмотреть, как будет выглядеть вот эти обои. Ну, нет. Ctrl-Z, вот эти лучше. Все, теперь следующее. Мы обязательно должны настроить с вами камеру. Для этого выделяем вот эту камеру, смотрим через нолик на нампаде, куда смотрит эта камера. Она смотрит куда-то совсем не туда, вниз. То есть, если я сейчас сделаю рендер, то я увижу вот пол и стул. То есть мы не увидим всей картинки. Поэтому мы заходим в меню N, да, горячая клавиша N английская, Lock Camera to View, ставим галочку и подбираем тот угол, то, ну, видите, можно было бы так, но здесь у меня нету стены, да? Я как бы рассчитывала именно на этот угол, либо так, наоборот, действительно. Но если так поставим камеру, то мы должны с вами сделать здесь стену, да? Lock Camera to View мы убираем, мы уже определились. А нет, давайте еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Может быть так. Вот. И здесь тогда, получается, у нас не хватает, но ничего страшного. Мы можем просто нашу модель выделить вот эту и сделать rotate по Z. По Z на сколько градусов? На 90. Все, мы повернули нашу стену так, чтобы не было пустоты. Все, мы готовы почти что к рендеру. Мы можем сейчас уже это сделать рендер и рендер image. Потом уже поговорим про качество нашей работы. Все. Вот он, рендер, выходной рендер уже готов. Видите, мы видим пиксели. Это потому, что у нас качество картинки, которую мы установили,
имеет немножечко не то соотношение, да, то есть можно взять разрешение побольше и получим более качественную картинку. Ну и так на самом деле неплохо получилось. Единственное, что возможно, мы должны были подтолкнуть нашу модель компьютера из стола ближе к стене. Закрываем и можем это сделать, выделить всю модель, либо лучше взять стену опять-таки и пол grab по X, то есть двигать не саму модель, так как это будет гораздо сложнее, да, а вот так. И попробовать еще раз сделать рендер. Это и есть выходная наша картинка. Мы можем еще по-другому ставить камеру, опять-таки лог камера to view, искать более красивый, интересный ракурс и так далее, да, то есть мы с вами как бы фотографируем нашу модель. В интернете очень много вот архитектурных рендеров, когда мы видим будто бы, да, вот диван, мебель, все это очень красиво выглядит, но это чаще всего, почти 90% случаев, это не настоящие фотографии, а вот такой вот рендер. Все, и рендер нам остается только сохранить image, save as, то есть сохранить как, и мы сохраняем туда, куда мы хотим, чтобы они у нас были в документах, в картинках и так далее, и сохранить как картинку. Он будет в PNG формате, либо вы можете поменять на JPEG и так далее, выбирать разные и сохранить как картинку. Ну, в общем-то, на все на этом примере, на этом месте мы с вами попрощаемся. Жду вас на других уроках по компьютерной графике и смежных темах. А с 3D мы с вами закончили. Надеюсь, уроки были полезными, вы узнали много нового, научились, практиковали свои знания. Ну все, до свидания.